Мы сейчас под посольством Беларуси в Киеве. Здесь люди ждут для того, чтобы проголосовать. Здесь большая очередь, около до 100 метров, я думаю, где-то до 500 человек. Люди ждут по 2-3 часа, чтобы проголосовать. Я, когда подошла ко входу в посольство, девушка, которая стояла там 3 часа, сказала, что за 3 часа проголосовали только 20 человек. Остальные ждут, говорят, что будут ждать для того, чтобы проголосовать. Им это важно. Говорили даже с людьми, которые там первый раз голосуют, им 18 лет, которые говорили тоже, что для них это важные выборы. Много ездит машин с белорусскими номерами, сигналят, играют песни Виктора Цоя «Перемен». Также, видите, там сейчас за моей спиной есть флаги Беларуси, бело-красные. За моей спиной сейчас идет акция, там 3 человека пикетируют с надписью «Живе Беларусь». И есть также здесь гражданская инициатива, которая проводит экзит-полы. Они приглашают к себе людей, либо люди сами к ним подходят и говорят, за кого голосовали. Общались с людьми, которые делают этот экзит-пол. Они говорят, что они не представляют никакую политическую партию или не голосуют не агитируют ни за одного из кандидатов. Вот сейчас черга в посольстві Білорусі в Києві, де сьогодні будуть голосувати на виборах президента Білорусі. Це все черга ще продовжується. Скажите, пожалуйста, почему сегодня здесь и почему для вас важно проголосовать? Ну, я сегодня здесь, потому что выборы, и для меня важно дать свой голос, потому что мне бы хотелось, чтобы он был учтен, и, мне кажется, это единственный путь, который может быть, прийти и действительно проголосовать. Долго ждете в очереди? Да, уже 2-й час пошел, может быть, уже даже дольше, очень медленно она двигается. Следите за тем, что происходит в Беларуси? Да, конечно, слежу. У меня все друзья участвуют и как наблюдатели независимые. В принципе, очень много информации. Но мне кажется, если ты из Беларуси, то невозможно равнодушно на все это смотреть. Почему для вас сегодня важно проголосовать? Обязательно ждем перемен, которые уже, скорее всего, уже надоели всем. Вот поэтому пройдем эту всю методику, которую они здесь нам устроили. Уже 2,5 часа стоим, попробуем достоять до конца. Всегда ходите на выборы? Да. Следите за тем, что происходит в Минске? Стараюсь. Как думаете, что будет какие-то задержания или нет? Думаю, что да. Скорее всего, там будет очень так все серьезно. Расскажите про вашу инициативу, что вы делаете, что это за экзит-полы? Это экзит-пол, организованный белорусами, проживающими за рубежом. То есть это гражданская инициатива. У нас, в принципе, 2 основные задачи. Это независимый контроль явки. Мы стараемся считать, сколько людей проголосовало. И, собственно, независимый подсчет голосов. Это по желанию люди к вам приходят?
и по желанию, ну и в принципе мы маякуем, что мы здесь есть, и пожалуйста, кто хочет, кто не хочет, отказывается, тоже не проблема. В каких еще странах подобные экзит-полы будут? В очень многих странах, там список, по-моему, сейчас больше 25 стран. Все это на самоорганизации, то есть нас не поддержит ни один из кандидатов, там ни морально, ни финансово, никак, это все независимо, аполитично. То есть мы здесь не агитируем ни за кого, просто собираем голоса, статистику. Как вас зовут? Павел. Дякую. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как долго вы в очереди стоите, потому что я шла минуты так 2, и она не заканчивалась. 2 часа. 2 часа мы движемся 6 метров по длину. Ладно, 10 метров, 2 часа. Почему вы сегодня здесь, под посольством? Для того, чтобы внести свой вклад в изменение судьбы своей страны. Это очень важно. А вы? Все за тем же, чтобы Да. проголосовать, чтобы сменить власть. Ну и вы готовы ждать там 2 часа в очереди? Ну, если бы 2 часа, мне кажется, будет еще 2 часа, плюс еще 2 часа. Поэтому вот это проверит нашу целеустремленность. А следили за событиями, которые сейчас в Минске? Да, конечно. Да, следили. Что думаете об этом? Ну, что думаем? Я Нет, думаю, хорошо, что я много вот людей все равно выходят, и они как-то сплотились и не боятся просто вот говорить то, что они хотят что-то изменить. А они просто сидят, ну, будет как в прошлый раз. То есть это очень круто. Гордимся их смелостью.